Я побуксовал тут, ребята. На это хотел заехать на целину. Как мы видим, только полметра отъехал. Сразу забуксовали. Я здесь буран оставлю. У нас сегодня будет небольшой поход. Ух, снег попал. Вот такие дела. Ну, я так протоптал, чтобы буран тут оставить. Чтобы дорогу не закрыть, там буранисты ездят. Вот такие дела. Вообще, не знаю, как на лыжах, на буран по целине вообще не едет. 100%. Я больше метра больше не заеду. Фух. Теплую одежду сейчас скину. И сходим пешком. Ну, на лыжах. Побродим. Сейчас я нахожусь не возле первой избы, не возле второй избы. Совсем другое место. Поехал. Уф, блин, спотел-то как. Да еще сразу снег, сапоги попало. Блин, нехорошо. Так, ну да ладно. Думаю, ребята, немножко надо подостыть. Потому что, блин, буквально за 10 минут я тут побуксовал. Вот какой глубокий снег, смотрите. Где-то с высотой капота буран проваливается. Я хотел еще где-то с полкилометра здесь, думаю, проеду по целине. Но даже не газанул, я спокойно так залез в снег попробовать. Но как мы видим, все пиздец нахуй. Никуда не едет буран. И сейчас я одену лыжи и сходим. Целый день будет у нас прогулка. Будем гулять, поход такой. Ну, ружье также у меня с собой. Ружье я взял. Если кого увидим, подстрелим. Вчера в комментарии на последнее видео пришло. Олег говорит, 11 дней осталось до закрытия охоты. С карабином будешь не стрелять. Или что-то в этом роде было написано. И, короче, я недолго думая, рюкзак вчера вечером я собрал. Да, и думаю, схожу. День хороший, 7 градусов сегодня. Число 18 вроде как. 7 градусов, тепло. Днем будет ветер, наверное, снег. Но это не помеха. Будем ходить, бродить. Может быть, в некоторых местах буду снимать. Но особо съемка, наверное, думаю, не будет. Поехал налегке. Смотрите, у меня с собой. Ну, что у меня с собой? Карабин взял, лыжи, вон здесь я поставил, вон как лежат они. В следующий раз, если пойду на охоту и буду брать лыжи, я возьму прицеп, потому что так мне неудобно ногам. Ноги у меня длинные, блин, ну неудобно, очень неудобно. И теплую одежду я сейчас переоденусь, оставлю все. И тут у меня что? Тут у меня рюкзак. Термос, на целый день у меня там еда, чтобы хватило, и запасная одежда, носки и перчатки. Все это я на буране оставил, потому что с охоты приду, может придется переодеть носки и перчатки обязательно. Все, короче, ну это тент, бетканка. О, ветрище, сегодня порывы до 17 метров в секунду будет. Вот, это буранится, короче, в сторону Сувидора идет. В сторону Сувидора. Я нахожусь, ну, не буду говорить, где я нахожусь. Вот так. Ну, буран пусть здесь стоит, никому не мешается. Главная трасса открыта у меня. Я не из тех, кто наглые могут там на середине дороги оставить.
себя крутыми многие считают, но это неуважение к другим. Всегда надо уступать, место оставлять для езды. Как обычно, барнаульские патроны 9,4 грамма с собой таскаю. Ну и полуоболочка там на всякий пожарный тоже бывает. Несколько штук. Два магазина, в принципе, достаточно. Ну, пачку взял там. Пускай будет. Не тяжело. Патроны не помешают. Все. Остальное в рюкзак. Два магазина в карман. Ну, один магазин в оружии, второй магазин еще в карман. Все, погнали. Первые сотни метров, ребята, у меня уже. И проваливаешься, ну, сантиметров 10. Идти хорошо. Вышел к речке. Первоначально, наверное, поброжу по лугам там. Туда-сюда. Надо бы еще речку где пройти. Вообще лыжи не катит сегодня. Ой, ветрище какое. Так. Редко, когда я здесь бываю. Тут тоже, блин, перекат такой. Течение. Непонятно, где открыто, где закрыто. Ну да ладно, сейчас как-нибудь попробуем перейти. Не-нибудь я палку сейчас еще срубил. О, блин. Ух. Вот это да. Эти еще какое. Ни одной ломки, ничего нету. Вот их буровой дичи. Вчера был на рыбалке там, или подожди, позавчера, получается. Ага. Листы там открыто видно. Так, ладно, надо попробовать. Ветер сильный. Он здесь спустился, перейду и по другому берегу попробую где-то еще пройти там. Там дорога какая-то должна быть. Зимник, надо посмотреть. Ну, стандартная избушка. Где-то 2,5 на 2,5 метра, наверное, ширина. И без окон, без дверей. Хозяева уже давно умерли. Там 100 раз, а вон там еще изба, но там, наверное, рабочая изба. Давненько в этих местах я не был. Ну да, там хорошая изба.
Раньше тоже туда не раз заходил, потом у берега, когда пешком ходил. А здесь за речи я, проплываю, скажем, к избушке я еду. И никогда, ни разу не останавливался. В общем, стоит, гниет, все, без хозяина, без ничего. Вот так. Речку перешли там, конечно, я утыкаю вот так палку, и там вода. Но лыжи ничего не промочил, спокойно все прошел. Так, надо здесь разбираться, конечно, в этих местах, где куда идти. Ага. Косачей, рябчиков, ничего пока нету. Даже лунок нету. Бывает, когда они есть, то лунки на лугах всегда увидишь. Первые следы белки. Пересекла вот этот зимник. Так, палку я оставлю тут. И иду по зимнику. Но не по плану мне этот зимник идет, конечно. В эту сторону неохота. И уже все заросло тут, конечно, даже. Так, ладно, придется, наверное, достать навигатор все-таки и идти по навигатору по своему курсу, куда я запланировал. Тут, в принципе, сосняк, хороший лес там тоже будет. И глухаря можно встретить. Сейчас буду думать. Сейчас я еще пройду где-то с полкилометра. Если посмотрю, какой лес. Если понравится, дальше пойдем сходим по этой трассе. Но идти хорошо. Хорошо идти. Сантиметров 10 только вот. Думаю, километров 15 легко можно сходить. Круг такой сделать. В планах у меня как-то так и есть. Больше не получится. Так, сосняк там. По сосновому лесу будет идти эта дорога. Такой пустырь тут. Ребята, полная случайность. Я наткнулся на охотничью избу. Много слышал про эту избу. Но он в стороне от реки. Неудобно, чтобы подходить. Ни разу тоже не заходил. Вот видно, тут амбар стоит. Уже без крыши, без ничего. Там он сейчас гнило. Но еще держится стойки. Тут вход такой. Нет, заходить как-то. Раздеваться. Думаю, не стоит. Заброшена тоже изба. Дверь. Так, подожди. Что там я не понял. О, ребят, тут даже и дверей нету. Ага. Хозяева тоже уже умерли. Так, подожди. Там баня. Да, это изба вроде как. Бутылка там. Пьющие мужики тут. Вот, антенна тут лежит. Ой, блядь, упаду нахуй. Я уже... Так, окно. Крыша уже сгнила. Короче, тут думаю, только если в такую ситуацию попадешь, что уже деваться некуда, может еще как-то эта изба согреет, если печка есть, не знаю. И думаю, уже все, хана этой избы скоро будет тоже. Ладно, я сейчас уже в тайгу зашел, смотрите, такой ельник, сосняк. Хорошо. Начал потеть конкретно, первые километры и всегда я спешу, я не знаю почему. Так, тут это видно, что это баня. Тоже уже все начало гнить, вон течет вода. Точно баня. Мочалка.
Ну да. Нары. Доски уже еще не знаю, может потолок или просто полки. Все уже выпало оттуда. Ну и знаете, сейчас я вот сейчас иду. Ой, блин, смотрите как. Штормит, ребята. И... Ой, блин. Вот смотрите, как что творится. Ух, камера сейчас осыпет. Ой, бля. Ой-ой-ой, беда-беда. Фу, блин. Ух-ух-ух. Началось, блин. Ой, блин. Смотрите, что творит. Ага. Вот это пурга, ребята. Вот это пурга. Ничего не видно. Такие порывы сейчас начинаются. И в 3 часа вообще ужасные порывы. С утра как-то тихая погода была. Солнца ничего нету. Без навигатора тут запросто можно все перепутать направлением. Я еще все в темную иду, непонятно куда. Ну понятно, сейчас там лес такой, здесь такой. Надо мне поймать березу. Березовую рощу. Подсказка для меня должна быть. Ну да. Так, сяк. Все ясно, понятно теперь. Короче, буду разбираться идти. Хорошо. Метет-то как. Остановился перекурить. Смотрите, какой я. Весь белый. Даже масхалата не надо. Валит снег. И остановился. Здесь недалеко. Свистанул первый рябчик. Я не знаю, сколько я прошел. Но от силы 2 километра, наверное. Так спокойно иду, тихонько. Хорошо. Но этот снег держит. Идти хорошо сейчас. Сейчас глянем рябчика, посмотрим. Стрелять ни в коем случае я не буду. Все, боровая дичь. Рябчик и уже. Рябчика, полуха. Никого не трогаю. Весна уже скоро. И там тут. Непроходимо тут идти. Начнешь идти такой. Чаще пройдешь, потом такие пустыри появляются. И там даже. И там здесь. Да нет, сейчас бесполезно даже пытаться, чтобы заснять его. Он серый такой. Оттенок такой. Снег. С ветками. Все одинаково, однотонно. Ну да, пусть, конечно, ветер сильнее, мощнее пускай будет, чтоб шатаются деревья и снег выпадет. А там уже как легче будет ходить. У нас, наверное, 10 дней остается. Так, сегодня 18, ребята, точно 18 число. И надеюсь, слышали, он далеко еще, оказывается, метров 50. И 10 дней остается до закрытия охоты. Еще хочется разок хотя бы сходить с карабином до верхней избушки. До верхней избушки. Побродить там еще. Опа, о, слышите? Рябчик. Так. А чтобы кого-то еще увидеть, косача или глухаря. Но я отошел от снега, я не знаю почему. Может было надо ходить сегодня по дороге. Их несколько штук тут. Это хорошо. Может осенью, если не погибнут птенцы весной, осенью может птица будет еще. Так, где бы пройти тут? Поснимаю
зимние похождения свои по тайге. Буквально от силы 10 сантиметров. Хорошо. Так. Первые следы, ребята, у боровой и птицы. Вот тут старые лунки, очень старые. Вон там тоже старые. А здесь он, видно, он сюда сел, пробежал вон туда. Вон. Вот. И, короче, видно, или оттуда, он туда залетел, переночевал здесь, он, короче, вылетел. Это рябчик, как я смотрю. Похоже на рябчика. Вот такая луночка. Белая лунка. Один и тот же. Вот такое место. Ельник, береза. Вот тут, наверное, живет она. Постарится, ребята. Надеюсь, видно. Старые следы лоща пришел вон. Даже непонятно, 1 или 2 штуки их. Но уже очень давно. Вот тут ходили. Видно. О, как шатает. Деревья сильно шатает. Еще бы нулевая температура. Вообще класс. Еще выпадет с деревьев. Вот потом на лыжах хорошо ходить. Ребята, вышел к речке. И очередная изба. Это южная речка. Да. Ой, блин. Бы заросло тоже тут. Тоже уже без охотника изба. Смотрите, как сделано все. Уже сейчас гнило. Вытяжное окошечко, бревна вон, верхник уже все сгнил, кирпич. Вот такая конструкция, так делали раньше крыши. Самый простой вариант. 2 полена, сверху полена длинная. И там уже под крышу бревно. У нас называем, как же он, переведено или что там. Но эта изба мне очень знакома. Вон уже все сгнило. Хозяин давно уже тоже умер. Хотя есть кому тут охотиться, наследники. Но желания ни у кого нету. Тоже спрашивал, хотел купить эту избу, этот участок. Но разок я тут прошел с избушкой с той стороны, с северной стороны, короче. И этот лес мне не понравился. Тут, ну, только если рябчиков ловить. Такие места вообще пешком ходить жуть. Тут амбар стоит, вон, тоже уже не видно. Сейчас еще глянем. Я тут не раз ночевал и с дедом, когда я пацаном был еще. Ну вот. Ну что тут мы видим? Печка из кирпича, без плиты. Так. В принципе, тоже можно ночевать. Трудная ситуация, если попасть там. Уже ты обессиленный идешь. И зная, что уже в мороз ты никуда не дойдешь, конечно же, можно тут переночевать. Как-нибудь, но можно. И еще эта изба спасет человеческую жизнь. Вот так. Ну тут надписи вон какие-то. Раньше много писали надписи и что-то тут
отмечали вам. Так, 16, год непонятно какой. Какая-то надпись. Да, время проходит. Все заброшенное, все дома, все избушки. Вот это уже таежная река. По этой реке я поднимаюсь на свою избу каждую осень и весной еще проезжаю. Вот так. Если мне, как дед говорил, раньше сплав по этой реке было, и дед мне говорил, что до сюда 8 верст. Верст я не знаю сколько километров, если по километру. Он всегда мне говорил 8 верст до этой избы. А по километражу, верст, километр, разница какая там. Ну, еще целое, окно целое. Сразу спрашивается вопрос, ловится нет тут рыба. Раньше я рыбачил, за целый день несколько штук поймаешь. Мне эта рыба уже никакого интереса нет, чтобы ловить. 1000 лунок делаешь и каких-то пару штук поймаешь. Я лучше яйцо половлю. Так, ну что, ребята, наверное, я здесь перекур сделаю небольшой. Даже в избу не буду заходить. Просто тут перекус сделаю. И дальше пойдем. День хороший. Не холодно. Все четко идем. Идем охотимся. Сейчас я буду пить чай. Вот так. Без штатива вообще неудобно. Надо искать, куда положить камеру. В одиночку снимать не так хорошо. Фу. Да ладно. Так, смотрите, сегодня я взял шиковина. Казачья какая-то. Шиковина. Это сало, наверное, какое-то. И хлеб. Что не замерз тут. Термос. Сейчас чуть-чуть надо облегчить этот рюкзак. Легче будет идти. Термос, крышку так я не нашел, чтобы заменить, пропуская. Сейчас чаек попьем. Тут уже, короче, все знакомо для меня тоже. Скоро будет. Редко здесь бываю, но еще километров 5 пройду, если пройду сегодня. И там уже вообще, там уже все своя моя. Там не заблудимся, короче. Обледенело уже все. Банку каши еще взял, не знаю почему. В принципе, это хватит мне сегодня. Непонятно. Сейчас надо попробовать. Сало я редко, когда я беру. Мало ем сала. Спрашивали 1000 раз уже подписчики, почему я не ем сало. Ну, редко, когда я ем. Очень редко. Обычно копченую, полукопченую колбасу я беру.
Так. Ну что, попробуем. Мягкий. Очень мягкий. Похоже на вкус такой, ну, знаете, как огурцы, соленые огурцы. Но сало мягкое, режется хорошо. Ага. Да. Очень вкусно. Походу можно брать. Советую. Шековина или что там. У свиньи какая-то часть. Может, шея. И про эту избу я сказал 8 километров, 8 верст. Означает, что 8 верст от устья реки. Скажем, Нившера течет. Там дальше уже устья реки. И до этой избы 8 километров. И скоро тоже уже все, крыша провалится. Но тут уже никто, ни осенью, ни летом, никто сюда не останавливается, никто здесь не ночует. Заброшенная изба. Слишком жирное тоже нельзя кушать. Ну, в общем, я буду сейчас пить чай. Дальше кружек 3, наверное, выпью. И дальше сходим. Еще побродим. Еще в одну сторону. Хотя бы километров 5 я пойду. А там уже будем возвращаться обратно. Не знаю даже, где я пройду. По другому берегу. Или там круг сделаю. Не знаю пока. Очень вкусно.